День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О главных из них и многом другом расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Массовый митинг, угрозы, провокации, внеплановые рейды и проверки. В столице республики произошло преступление, вызвавшее большой общественный резонанс. Смертельная коррупция, отсутствие лекарств для оказания медицинской помощи стало причиной смерти пациентки. 22 февраля скончалась моя любимая жена. Она скончалась от двухсторонней пневмонии. Преступная халатность и бездействие. Почему от разгильдяйства коммунальных служб должны гибнуть дети? Любой ребенок мог быть. Вот их трое вот они играли, да? Не он бы так, может, и кто-то из них бы был. А ребенок еще целый час. Он дышал. В Ленском районе жители поселков рискуют оказаться без пенсий, посылок и писем. В районе остро стоит проблема с доставкой почтовых отправлений. Задержки доставки почтовых отправлений носят временный характер на период ремонта автотранспорта. Человек-перфоратор, бетонные тапочки и прочие прелести проживания с шумными соседями. Как в Якутске соблюдается закон о тишине? Очень плохо. У меня еще дети маленькие, 2 года и 5 лет. То есть она умышленно стучит именно в тех комнатах, где они спят, не там где-то в других. Она смотрит, когда выключается свет у них вечером, когда я их ложу спать, и начинает прыгать, кидать тяжелые предметы. Крым наш. Итоги 5-летнего воссоединения Крыма с Россией подвели наши корреспонденты. Крым – моя любовь. Самые лучшие студенческие годы там провела, была на геологической практике. Очень неспокойным выдалось начало уходящей недели. Преступление, которое получило большой общественный резонанс не только в Якутии, но и за пределами республики, вызвало волну народного возмущения. На этом фоне, опасаясь за свою жизнь, многие мигранты не вышли на работу, а медиапространство наполнилось огромным количеством слухов и провокаций с различными призывами. Мы не будем давать оценку ничьим действиям, кроме того, что преступник должен быть наказан по всей строгости закона. Меру наказания за содеянное определит суд. Власти республики, общественные деятели и представители национальных диаспор призывают не допустить развития событий до межнациональной ненависти и вражды. Виновные должны понести наказание, вот это мое мнение. А вот те, которые не виноваты ни в чем, они не должны страдать из-за этого, из-за одного человека. И чтобы все это касалось всех народов, всех людей, буквально всех. Это, считаю, очень неправильно. Тот, кто провинился, он должен понести наказание. Он должен быть по всей строгости российских законов. Наша община осуждает, и, естественно, мы очень негативно относимся к тому, что произошло. Да вообще к любому насилию. Здесь, по-моему, нельзя рассуждать о каких-то там национальных принадлежностях. Хотя лично я считаю, что все диаспоры, которые у нас существуют, не российские, а именно других стран, они должны по большому счету отвечать за поведение своих земляков. Ну и не только поведение, они должны следить за ними, за здоровьем, за их поведением, за их отношением с людьми, о их вообще состоянии. Преступление, совершенное в Якутске, в очередной раз обнажило целый пласт проблем, связанных с трудовой миграцией в целом. С 20 марта в России изменились правила постановки на учет мигрантов. Ужесточены требования к пакету документов и сведений, которые прибывающий иностранец должен подавать по прибытии. Важные изменения приняты и в отношении принимающей стороны. Теперь, согласно новому закону, компания, берущая на работу иностранцев, обязана не только заключать с ними трудовой договор, но и предоставлять такой категории работников жилье. Исполнительная и законодательная власть субъекта Российской Федерации, ну а в данном случае Республики Саха-Якутия, она по сути своей не решает никакие проблемы миграционные. Все эти вопросы решаются сегодня федеральными органами. Лишь работа по координации осталась за субъектом Российской Федерации. И поэтому необходимо очень существенно изменить и, конечно, взять под контроль все миграционные процессы, которые происходят на сегодняшний день. Предприниматели города, те, которые работают официально,
Для них это сейчас проблема номер один. Почему? Потому что они просто-напросто не могут конкурировать с незаконным, нелегальным бизнесом, у которого затратная часть достаточно маленькая. Они не платят налоги, они не платят социальные выплаты, они не платят, скажем так, те выплаты, которые связаны с лицензиями. И поэтому здесь предприниматели города, я четко могу сказать, готовы в этом помогать. Повальная нехватка лекарств и медицинских препаратов в больницах республики. Может ли это быть в том числе причиной еще одного громкого преступления, на этот раз коррупционного? По материалам проверки прокуратуры Чурапчинского района возбуждено уголовное дело по факту смерти жительницы села Арылах вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи. Подробности расскажет наш корреспондент Николай Борисов. 3 миллиарда рублей. Такая сумма была озвучена правоохранительными органами, когда появилась информация о раскрытии картельного сговора при осуществлении закупок лекарственных средств для медицинских учреждений Якутии. В следственной части МВД по Республике Саха-Якутия по материалам проверки, проведенной прокуратурой Республики совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха-Якутия, возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и ограничения конкуренции руководителями коммерческих организаций при заключении государственных контрактов с медицинскими учреждениями региона. Выявлены многочисленные факты, когда цены оптовых закупок по указанным контрактам на поставку лекарственных и медицинских средств в 2-4 раза превышали розничные. По имеющейся информации, представители медицинских учреждений в сговоре с организаторами картеля принимали меры по устранению возможных конкурентов на торгах. Обыски прошли в нескольких компаниях. Цитата. «Были выявлены признаки фактов мошенничества, завышения цен на лекарственные средства в 2-4 раза и ограничения конкуренции со стороны руководителей ООО «Регион Столица», Медмаркет, Фармбаза, Нордфарм и лечебно-профилактических учреждений республики». Однако, как сообщает прокуратура региона, сговор касался не только столицы республики, но и многих районов Якутии. В первую очередь от этих действий пострадали, получается, у нас обычные граждане республики, которые было отказано в предоставлении лекарственных средств, либо были они представлены несвоевременно из-за поздних закупочных мероприятий. Поскольку денежные средства уходили на представителей картеля. А также пострадал деловой климат и интересы добросовестных предпринимателей, поскольку в ходе проверки установлено, что в торгах, не входящих в интересы картеля, принимали участие представители коммерческих организаций, и снижение начальной максимальной цены составляло от 40 до 60%. Прокурор поделился, как происходит мошенничество. У медицинских учреждений есть свой бюджет, куда входят целевые и внебюджетные средства. Сначала происходит формирование заявок от медицинских учреждений, которые затем формируют план. Сформировав потребность, они могут перенаправлять деньги, если есть потребность. 22 марта в Чурапчинском районе прошло мероприятие, поводом для которого стала смерть женщины из Арылахского наслега. Она умерла от двухсторонней пневмонии. Как говорит муж погибшей Николай Сыромятников, документы по смерти женщины переданы в правоохранительные органы. Мы с женой даже не полагали, что до этого летального исхода можно дойти. Да? Но, к сожалению, такое случилось. Мне еще вдвойне больнее, как я уже второй срок, 8 лет являюсь главой маленького отдаленного наслега. И мне как-то не по себе, если я даже не мог защитить свою жену, да, от такого недуга, так скажем, 21 век, от двухсторонней пневмонии, да, простой пневмонии, да. У нас повсеместно по республике, получается, закрываются все малокомплектные эти больницы. У нас ФАП. Если все закроют, тогда получается, мы остаемся на произвол, так можно сказать. Да, что природа скажет, так и будет. Со слов мужчины, во время лечения в Чурапчинской ЦРБ ему позвонили из больницы и попросили найти внутривенную инъекцию. Я очень удивился отсутствию необходимых антибиотиков в отделении реанимации. Лекарства мы привезли прямо в отделение, сообщил он нашему телеканалу. Прокуратура Чурапчинского района по обращению гражданина проведена проверка по факту смерти жительницы села Арылах Чурапчинского района Клементьевой, которая скончалась от двусторонней пневмонии. В ходе проверки нами получено объяснение со всех медицинских работников, которые участвовали в лечении Клементьевой. Собрана вся медицинская документация,
и назначена сложная комплексная экспертиза с целью оценки действий врачей. Таким образом, в настоящее время проверка не завершена и решение по материалу не принято. В тех же числах, когда было объявлено о возбуждении уголовных дел по сговору, пресс-служба администрации Ленского района сообщила, что в районе наблюдается проблема с обеспечением лекарственными препаратами. Во всех отделениях, в том числе в скорой помощи, отсутствовали необходимые лекарства и возникли проблемы с расходными материалами. В данном случае центральная районная аптека, да, это муниципальное унитарное предприятие, оно является как поставщиком данных лекарств, и действуют они тоже через определенные фирмы, да, которые уже зарекомендовали себя достаточно хорошо. Сейчас у рынок такая сложная, да, система, можно в принципе перечислить деньги, да, и не получить лекарство, например, да, если это фирма «Однодевка», или получить контрафактное лекарство и так далее. То есть за все это аптека, конечно, она будет нести ответственность, и поэтому они работают с проверенными партнерами, те, которые уже на рынке, вот, в фармацевтике, они зарекомендовали себя уже в течение иного количества времени. В прокуратуре нашему телеканалу сообщили, что фирмы, входившие в сговор, были зарегистрированы с 2006 года, а участвовали в торгах с 2011. При этом дело касалось не только лекарств, но и сопутствующих товаров, например, детского питания. Охват сговора не ограничивался Якутском. Входивших в схему следствие не раскрывает, однако сигналы о дороговизне и недоступности лекарств поступают из очень многих районов республики. Николай Борисов, Якутия, день за днем. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, и вот о чем поговорим в продолжении программы. Покой нам только снится. Уже долгое время жители столичного многоквартирного дома не могут найти управу на шумную соседку. В Ленском районе жители поселков бьют тревогу. Они рискуют остаться без пенсий, писем и посылок. Мы продолжаем выпуск. В начале марта в поселке Нижний Куранах произошла трагедия, которая потрясла каждого жителя нашей республики. Второклассник погиб из-за неубранного вовремя снега на крыше дома. Что это? Роковое стечение обстоятельств или все-таки преступная халатность коммунальных служб, которые своим бездействием допустили такое? В подробностях этой мрачной истории попробовали разобраться наши корреспонденты. В свой класс Толик Кривцов уже не вернется никогда. 7 марта для мальчика стало последним днем его жизни. В тот злополучный день мальчик после занятий отпросился у мамы пойти с ночевой к другу в гости. Со слов мамы ребенка, примерно с 18 до 19 часов дети играли на улице. Дружной ватагой они залезли на крышу террасы дома. Это выяснится позже. И, возможно, мальчишки решили залезть на саму крышу дома, которая была покрыта плотным слоем снега. Тогда и произошел несчастный случай. Они видели, что он ушел с этой лавы. Они просто испугались и по домам разбежались. Все. А ведь ребенка можно было спасти, ведь еще целый час он находился в снежном плену живым. Возможно, он звал на помощь и пытался выбраться из снежной ловушки самостоятельно, но не смог. Они могли бы позвать на помощь, а ребенок еще целый час. Он дышал. Его можно было откопать и спасти, если бы они хоть кого-нибудь позвали на помощь, кого-нибудь из взрослых, или соседей, или хоть кого-нибудь. Тело ребенка обнаружили только на следующий день. 8 марта праздничный день стал днем трагедии для жителей небольшого поселка Южной Якутии. Печальная новость молниеносно распространилась по социальным сетям. На третий день Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело. 9 марта у нас было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109. Это не причинение смерти по неосторожности, по факту гибели малолетнего ребенка. Обстоятельства гибели следующие. Ребенок находился на крыше одного из домов одноэтажного дома и упал вместе со снегом. То есть сход снега произошел, и ребенок упал.
Самостоятельно из снега он выбраться не смог, и его смерть наступила в результате переохлаждения. Значит, нами было установлено, что данный дом частично, квартиры в этом данном доме являются муниципальными, и никто об исчезновении данного малолетнего в правоохранительные органы не сообщал. Поэтому по данному факту нам предстоит разобраться и дать оценку и администрации поселка Нижний Куранах, и другим службам. Дома коммунальщиками не обслуживались. Снегом могло накрыть кого угодно. На месте погибшего ребенка легко мог оказаться любой другой житель поселка. Это на самом деле, да, любой ребенок мог быть. Вот их трое вот они играли, да? Не он бы, так может и кто-то из них бы был. Глава поселка подтверждает факт, что данный дом находится в муниципальной собственности. Однако по ряду технических причин его не включили в список обслуживаемых объектов. Всю ответственность за здание в муниципалитете возложили на арендаторов. Данный дом является блокируемым с отдельными входами на земельный участок, в результате чего он не вошел под управление управляющей компании, потому что это частный сектор. Однако и другие объекты, которые обязаны обслуживать местные коммунальные службы, дороги, школы, детсад, дом культуры в Нижнем Куранахе завалены снегом. Палец о палец не стукает. Вот надо было, был праздник, в пятницу у нас вот тут, проводы русской зимы. Потапов пригнал технику, все там вычистил до самого асфальта, площадь. Остальное все стоит. Вот все стоит. Ну, убирать, конечно, ничего будут убирать. Они сбросили и пошли. А дальше там как сами жители или кто, не знаю. С работой местных коммунальщиков мы ознакомились. С крыш двух зданий по улице Школьная снег частично спустили. Но оказалось, это лишь часть проблемы. Сбрасывать снег-то сбрасывают, а вот последующим коммунальщики не убирают то, что здесь образовалось. Глыба снега, льда здесь уже, по словам жильцов данного дома, лежит уже неделю. Вот этот маршрут, который вы видите перед своими глазами, они проложили сами. А вот бабушки, которые проживают в данном доме, боятся идти по такому маршруту, ведь это опасно для жизни. А нынче вообще не убирают, я не знаю. Я только вчера вышла на улицу, увидела, что снег. А что касается весеннего снега вот этого, это убийство. Самое натуральное. Раз снег сбросили с крыши, вовремя не убрали, и мы вынуждены уже не гулять во дворе, а сидеть дома. Руководитель коммунальной службы сообщил, люди работают. А на вопрос, почему же тогда не прокладывают подъездные пути, ответил просто. Ну, может быть, ну не знаю, на данный момент сегодня на этом доме работают люди, которые там на крыше, и один откидывает. Можем проехать, там даже посмотрим. Подтаяв на солнце, снег превращается в ледяные горки. При этом жители поселка уверены, в Нижнем Куранахе даже при такой ситуации все не так плохо, как в райцентре. Вы знаете, вот если, как сказать, вот у нас есть чем сравнить, например, вот Алдан, как бы наш районный центр, там вообще не чистится ничего. Там невозможно пройти ни по тротуарам, их нет как таковых. А у нас, я считаю, очень хорошо. Если бы все действительно было хорошо, то трагедии бы не случилось. Местная администрация должна принять тот факт, что маленький человечек погиб из-за халатности работы местных коммунальных служб. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Нижний Куранах, Алданский район. Полную версию репортажа смотрите на канале Якутия-24 в понедельник. В последнее время очень много делается для того, чтобы у жителей нашей республики появилась возможность осуществить свою мечту о собственном жилье. Однако купить жилье и заселиться – это одно. Для полного счастья нужно, чтобы повезло с соседями. Мы уже рассказывали об этом многоквартирном доме Якутска. На протяжении более полугода шумная соседка не дает покоя его жителям. По их словам, она громко включает музыку и топает так, что ее слышно во всем подъезде. Жители обращаются во всевозможные инстанции, но проблема никак не решается. Они обратились и за юридической помощью. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Эта квартира находится на втором этаже стандартной КПДшки. Каждое утро здесь начинается с музыки. По словам хозяйки, звуки доносятся с 5-го этажа. Каждое утро наша соседка очень громко включает музыку. И это начинается с 8:30 часов с утра и до 11 вечера она вот так включает. Но в обед она выключает музыку.
говорит, мы несколько раз к ней обращались, да, по поводу того, что она включает музыку, но она говорит, что это по закону все, что она вовремя выключает музыку в 11. Это было несколько месяцев назад, но до сих пор ситуация не меняется. Уже не раз были обращения в полицию, однако там считают, доказательств недостаточно. Соседи пытаются записывать видео, чтобы зафиксировать факты. Но мне слышно со 2-го этажа, как моя соседка прыгает на 5-м этаже. И это звуки, слышимые на 2-м этаже. А для соседа, который живет непосредственно под шумной квартирой, музыка слышна так, как будто играет в соседней комнате. Здесь у нас детская комната. Мы пытались связаться с хозяйкой квартиры, но она отказывается комментировать ситуацию. Когда наша съемочная бригада поднималась к ней, нам просто не открыли дверь. В надежде собрать доказательства, жильцы даже стараются самостоятельно измерить уровень шума. Вот моя комната детская, которая вот такая слышимость. Все это время соседи обращаются во всевозможные инстанции, регулярно вызывают полицию, но каждый раз все заканчивается безрезультатно. У меня еще дети маленькие, 2 года и 5 лет. То есть она умышленно стучит именно в тех комнатах, где они спят. С милиции пришли ответы, что они все передали в городскую администрацию. Городская администрация вообще мне не ответила на сегодняшний момент. Официально, письменно, только там что-то по телефону говорили, что они там пропускают срок почему-то, а привлечение к административной ответственности у них не получается. Все полномочные органы уверены, жильцам лучше всего разрешить все миром. Однако сделать это не так-то просто. Тут больше взаимоотношений, людей, понимаете. Они между собой просто-напросто примириться не могут. Я их, наверное, призываю примириться, подружиться. И давайте, может, у нас соберемся, решим эту проблему совместно. Повлиять управа может, только какую-то профилактическую беседу с управляющей компанией. Это же у них частная территория, их не приватизированные квартиры. Мы просто так тоже к ним взять да зайти не можем. Единственное, если жители, может, соберутся, там, в административную комиссию обратятся, может, в судебном порядке, тогда административная комиссия уже, может, будет повлиять как-то на эту ситуацию. Это не единственный случай. В последние годы отмечается рост подобных обращений. Если за 2017 год поступили 249 сообщений, то в 2018 их стало 324. Рост нарушений составил 23%. В теории республиканский закон о тишине работает как часы. При нарушении соседями, организациями, либо водителями автотранспортных средств тишины и покоя в ночное время, также в дневное время с часу до 3 виновные лица устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушений. С применением данной статьи проблем не возникает. Механизм действий кажется простым и вполне выполнимым. В первую очередь обратиться в 02, в 112, в полицию, после чего выезжают сотрудники полиции, фиксируют данное правонарушение, берут объяснение, заявление с человека, вызвавшего, проводят обход близлежащих соседей, непосредственно квартиру источник шума, собирается административный материал и направляется в административную комиссию для принятия решения. Уже с начала этого года административной комиссией рассмотрено порядка 85 обращений. Но, как оказалось, в комиссии с подобными нарушителями ничего действенного поделать не могут. Но мы на граждан штрафа более 5000 наложить не можем, конечно. А даже за повторное нарушение он одинаков. Но если в этом случае гражданин понес моральный вред, то на основании нашего решения, нашего постановления, он может подать уже в гражданском порядке в городской суд для взыскания морального вреда. Для жителей дома круг инстанций замкнулся. Уже не зная, куда пойти еще, люди обращаются в Общероссийский народный фронт. Общественники обещают помочь. Сейчас советуют упорядочить доказательства, собранные за все время, и подать заявление. Там неоднократно были и заявления в административную комиссию города Якутска, и в прокуратуру, и в МВД, и участковому. Жить в ужасных условиях, когда тебе на голову там постоянно стучат, кидают там что-то, громкая музыка, тяжело. Причем это страдает не сосед один какой-то, а вот из того, что мы видели, и по замерам децибел мы видим, что страдает целый подъезд. Сейчас измученные соседи снова собирают документы и материалы, что накопились по этому делу. Сможет ли Народный фронт помочь им? Мы продолжим следить
следить за этой ситуацией. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите далее. Узнать интересные факты о Якутии по дороге на работу. В московском метро запустили Дальневосточный экспресс. Якутск с рабочим визитом посетил вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Мы продолжаем. Это программа «Якутия. День за днем». Транспортная доступность многих населенных пунктов республики наставляет желать лучшего. Так, жители поселков Витим и Пеледуй Ленского района столкнулись с острой проблемой доставки почты. Все дело в отсутствии транспортной логистики. Добраться до этих поселков можно только рекой. Летом по воде, зимой по зимнику. На технологическую дорогу нефтегазодобывающие компании не пускают машины Почты России. Анна Кожевникова решила выяснить, в чем причина запоздалого получения почтовых отправлений. До Ленского отделения Почты России почтовая корреспонденция, посылки и бандероли поступают своевременно, а вот до отдаленных населенных пунктов Ленского района они приходят с опозданием. Река Лена не только главная водная артерия Якутии, она еще и порой единственное связующее звено между разорванными тайгой населенными пунктами. Так, для жителей почти десятка сел и поселков Ленского района река стала единственным путем, по которому можно добраться до райцентра летом по воде, зимой автозимником, пробираясь сквозь снежные торосы. Этим же путем доставляют и почту. 15 марта в республиканских СМИ появились материалы с жалобами жителей на задержку посылок и бандеролей. Мы решили выяснить, в чем причина. Почта в населенные пункты Витим и Пеледуй доставляется по расписанию раз в неделю по понедельникам ведомственным автотранспортом. За период 18 февраля по 18 марта по ведомости учета отправлений в Витим и Пеледуй было доставлено 407 посылок. Задержки доставки почтовых отправлений носят временный характер на период ремонта автотранспорта. По официальным данным была поломка машины, но вся почтовая корреспонденция, посылки и бандероли доставляются. А в 2019 году руководство планирует расширить автопарк Ленского филиала и выделить еще одну единицу техники. Но в обращении к сотрудникам республиканских СМИ жители говорили и о проблематичности доставки почты из-за месива на зимнике, которое вот-вот начнется. А на период закрытия зимней трассы до открытия навигации Почта России заключила договор по доставке почтового груза авиатранспортом. УФПС Республики Саха-Якутия на протяжении последних 2 лет пытается решить вопрос по перевозке почтовых отправлений и денежных средств в поселке Витим, Пеледуй, Талон по вдольтрассовому проезду, принадлежащему ООО «Транснефть Восток». Вот только жители Пеледуй отмечают, что проблема не носит временный характер. Посылки теряются систематически. Мне не пришли 2 посылки с Китая. И я уже потеряла их номера с августа месяца. Это первое. Во-вторых, вы знаете, может быть, и не потеряла бы, может быть, как-то нашли извещение, нам никто не приносит. Хотя чаще всего дело не в доставке вовсе, а в неорганизованности рабочего процесса. Посылки-то приходят, но вот получить их удается редко. Оплачиваю посылки, то посылают обратно, потому что невозможно. С 8 часов молодежь стоит, и я не собираюсь, у меня не детский возраст уже, мне 58 лет. Чтобы стоять в 8 утра, чтобы забрать посылку. Люди стоят на улице, дома хорошо, у кого машины, еще можно постоять. Во-вторых, у моей вот коллеги по работе, допустим, посылка лежала 1,5 месяца с трудовой книжкой. Ну что это за безобразие? Ну что это за отделение связи? Вообще какой-то уровень. Вроде идем к цивилизации как-то все. Сидят девочки безграмотные на этом компьютере. Люди стоят, ждут, они друг друга учат, как работать. Мне проще позвонить друзьям, отправить в Ленский, и мне отправят. В Ленске же нет вот такой очереди. В Ленске сидишь, я по талончику вывезут. Ну тоже же почта одна и та же. Почта России у нас везде. Мы решили проверить, действительно ли в Ленске нет такой проблемы. Хорошо они работают? Нормально, постоишь маленько это. А доставка, допустим, посылок, каких-то писем долго идет, нет? Нет, недолго. Вот заказали, сейчас вот пошла получать. Вроде как вот пришло сообщение, и иду забирать посылочку. Вообще удобно, что приходит сообщение, то есть не надо извещения ждать. Все цивилизованно, все на уровне, как положено.
Ну вот ИМС заказываем, оно быстро приходит. Из Китая бывает, что по России очень долго блуждает. А так, вроде бы нормально. Ну вот сегодня, допустим, более-менее вот операторов много работает, 4 человека. Сегодня нормально. А до этого было, да, что подолгу стоишь. Заказ очень быстро пришел, дня, наверное, через недельку. Нет, быстро пришло. С проблемами в Пилидуйском отделении столкнулась и другая жительница Ирина Чудинова. Она не могла получить свою посылку в канун Нового года более 3 часов, занимая очередь за 2 часа до начала работы почтового отделения. Создаются очень большие очереди. Почта работала по 2 часа в день. Несвоевременная доставка газет. И большая очень текучесть кадров. Очень большая. Вы даже не представляете. Операторы меняются практически через 2 месяца, это точно можно сказать. У нас не принималась подписка, вы представляете, не принималась из-за того, что у нас не работали компьютеры, то есть программы нет. Ну как это, где? Могут только осуществлять, что текучесть кадров в нашем почтовом отделении не превышает, так сказать, средний показатель по филиалу, что текучесть связана с низкой заработной платой. Также в ответе сообщалось, что Пилидуйское отделение связи обеспечено достаточно необходимой оргтехникой, что планирует ремонтировать здание почтового отделения в 2019 году. Ну, а нам, значит, главе и председателю Совета депутатов, к нам как бы обратились оказать помощь в подборе кадров для нашего почтового отделения. Вот. Ну, то есть вот такой ответ мы получили. Ну, конечно, вот лично мое мнение, значит, я думаю, что глава и Совет депутатов, конечно, кадровым вопросом не должен заниматься. На это есть руководитель. Но руководство далеко, а люди страдают, как заметили жители, из-за неквалифицированной работы специалистов, некачественного обслуживания и неорганизованности рабочего процесса. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Еще один острый вопрос, который, будем надеяться, обязательно решится, это строительство Ленского моста. В ходе рабочего визита в Якутск вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поддержал вопрос строительства Ленского моста. Более того, он намерен оказать помощь в его решении. Полпред отметил, что Ленский мост – объект скорее стратегический, чем тактический, так как прямого расчета, который бы говорил о том, что вложенные в объект бюджетные средства
средства очень быстро накупятся, нет. Тем не менее, строительство моста через Лену необходимо не только республике. О том, что это стратегический объект, ранее не раз говорил глава Якутии Айсен Николаев. Ленский мост создает большие перспективы не только для Якутии, Иркутской и Магаданской областей, но и для всей страны. С мостом связано создание северного широтного пояса России, который соединит Восточную Сибирь с портами Охотского моря. Появится транспортный коридор от Иркутска до Магадана. Также Ленский мост кратно сократит издержки на северный завоз и позволит в разы снизить стоимость продовольственных и других товаров. В ходе своего визита Юрий Трутнев встретился с руководством республики, посетил ряд ключевых объектов и обсудил несколько важных вопросов, в том числе строительство кардиологического центра. Подробнее Юлия Великодная. Строительство кардиологического центра начнется в 2019 году. Место, где он будет расположен, видно из окна нынешней поликлиники. Сейчас там стоят деревянные дома. На самом деле давно уже аварийные, вот мы сейчас их как раз и расселим. И вот на этой площадке у нас объект будет построен. Объект у нас 8-этажный. Кардиологический центр увеличится с 300 квадратных метров до 15 тысяч. Новый масштаб медицинского обслуживания требует увеличения врачебного персонала. По словам вице-премьера, необходимо сделать так, чтобы построенные стены были заполнены высококлассными специалистами. Главное в этом учреждении не стены, главное специалисты. Надо, чтобы они людей хорошо лечили. Поэтому вот сейчас здание маленькое, когда будет большой специалист, потребуется больше, надо их вовремя подготовить на том уровне, чтобы, самое главное, здоровье решалось в республике. Да? В эти парки Юрий Трутнев и Айсен Николаев встретились с резидентами, которыми сегодня являются десятки компаний. Разработчики представили робота-ведроида, спутниковый ошейник для сельхозживотных и роботизированный протез. Это тестовая модель. Основные детали изготовили на 3D-принтере. Такой протез полезен именно для тех, кто приобретенный инвалидность. Проекты по газопереработке обсудили на совещании в правительстве. Такое производство нужно Якутии, чтобы снизить стоимость топлива. Также это создаст новые рабочие места. По словам Юрия Трутнева, с помощью налогов, полученных от газопереработки, появится возможность решить вопросы с ветхим жильем и дорогами. Особо хотел бы отметить также вот те совещания по газопереработке. На самом деле, конечно же, проекты, которые сегодня они представлены, они касаются СПГ и вот моторного топлива. Мы все знаем, что цена топлива у нас крайне высокая, и появление такого производства, по расчетам, вот, которые сегодня предварительно есть, способно где-то на 8-10 рублей снизить цену литра бензина здесь у нас в городе Якутске, что очень существенно. Юрий Трутнев поддержал план подготовки и проведения празднования столетия образования Якутской ССР, а именно размеры финансирования из республиканского 80 миллионов рублей и федерального бюджета 250 миллионов рублей. Напомню, знаменательная дата через 3 года. Юлия Великодная, Георгий Григорьев, Якутск. Сейчас мы снова прервемся на пару минут. Смотрите в продолжении программы. Референдум, вежливые люди и настоящий праздник для жителей полуострова. 5 лет назад Крым официально воссоединился с Россией. Спортсмены в восторге, фанаты ликуют. Талантливая студентка из Якутска создает уникальные портреты. Мы продолжаем выпуск. Крым наш. В 2014 году Крым официально вернулся в состав Российской Федерации. И уже традиционно в этот день во всех городах страны проходит множество торжественных мероприятий. Какие мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией, прошли в нашей столице? В материале Анастасии Даниловой. Празднование пятилетия Крымской весны в столице республики началось с возложения цветов к мемориальной плите города-героя Севастополь. Возлагая цветы к мемориалу, якутяне почтили память воинов, которые пали при обороне Севастополя и в битве за Крым. Крым испокон веков был наш. Все, это Хрущев ее в свое время подарил так, с барского своего плеча. Ну, сейчас все встало на свои места. Понял? И Крым был, и остается, и будет наш.
Якутск встретил праздник сразу несколькими мероприятиями на разных площадках. На площади Дружбы прошел праздничный концерт, посвященный этой знаменательной дате. Порадоваться годовщине воссоединения Крыма с Россией собрались сотни жителей и гостей столицы с патриотическими флагами и плакатами. То, что он вернулся к нам, это радость большая. Это для внуков, для правнуков и для нас, конечно, тоже, для пожилых людей, чтобы свободно дышать, спокойно отдыхать, дышать свежим воздухом моря, любоваться ласточкиным гнездом, в котором мы раньше бывали не раз. Крым – моя любовь. Самые лучшие студенческие годы там провела, была на геологической практике. Очень люблю, но сейчас не получается туда выбраться. Очень хочу там еще побывать. Крым в составе Российской Федерации должно быть, и он есть. Я сам трижды был в Крыме, в 80-х годах, начало 2000-х, когда в составе Украины был, и в 16 году. Есть сравнить. Поэтому знаю, что это такое. Вместе с тем в историческом музее «Россия. Моя история» состоялась лекция от члена Союза дельтапланеристов Евгения Тазетдинова. Евгений неравнодушен к небу с самого детства. Несмотря на множество мировых школ по дельтапланеризму, крымскую он выбрал не случайно. Я поехал учиться сюда еще в 2012 году. Там было очень широко развито обучение. Туда, считай, ездили со всей России. Вот, там были специалисты высокого класса по обучению по дельтапланеризму. Вот, у них было как бы поставлено уже все как бы на поток. Скажем, где-то за неделю, за две они пилота с нуля уже выпускали на полеты. За время обучения он покорил знаменитую в Крыму гору Узун-Сырт. Ее еще называют горой Клементьева. Это своего рода коктебельская Мекка дельтапланеристов. И спустя 2 года после восхождения Евгения Крымский полуостров вновь воссоединяется с Россией. А мысль, если по-честному, была бы, а если бы Крым был российским? Мысль меня это посетила, когда я уезжал. И через год он стал российским. Рад я этому или нет, я очень рад. Чей Крым? Крым, я считаю, российским. Наш. Здесь же в музее провели экскурсию для школьников, посвященную истории Крыма от античности до сегодняшних дней. Этот специальный раздел экспозиции открылся во всех 19 мультимедийных проектах страны. Ученикам мероприятия этого дня пришлись по душе. Некоторые из них даже попробовали себя в качестве пилота. Мне понравилось, мне даже как-то тяга такая к научиться летать. Ну, конечно, не на таком аппарате, но можно начать там с парашюта. Весит всего 25 килограммов. На самом деле это легко как бы. Но, наверное, надо учиться долго и готовиться. Ну, мне цены запомнились больше всего. Так. Ну, расскажите чуть поподробнее. Про что? Про цены? Ну, один полностью собранный дельтаплан стоит 4500 евро. Ну, мне запомнилось, как рассказывал экскурсовод о том, что была Крымская война, как Крым присоединился к России и почему воевали из-за Крыма. 10 июля 2014 года произошло историческое событие. Столицы Северного края Якутск и южный город Порт Севастополь стали городами-побратимами. Тогда же в Якутске появилась улица Севастопольская, а в Севастополе одна из улиц уже много лет носит название Якутская, в честь 42-го Якутского пехотного полка, который участвовал в обороне города-героя во время русско-турецкой войны. Дружеские взаимоотношения с годами становятся крепче. Дети Якутска каждый год отдыхают в оздоровительных лагерях Республики Крым. Также работает программа обмена между студентами федеральных университетов республик. Все это символизирует дружбу и братство наших народов. Анастасия Данилова, Саргалана Федорова, Семен Семенов, Георгий Григорьев. День за днем. Узнать интересные факты о Якутии по дороге на работу. Теперь такая возможность есть у москвичей. В столичном метро снова запустили именной поезд «Дальневосточный экспресс». Его стены украшены стендами с информацией о регионах Дальнего Востока. Есть вагон, полностью посвященный и нашей республике. Ежедневно этот поезд перевозит около 20 тысяч человек, и каждый из них может узнать хотя бы чуть-чуть о Дальнем Востоке, а значит и о нашей республике. Например, что такое хумус или для чего нужен чорон. А еще настоящими брендами Якутии наравне с вечной мерзлотой и алмазами стали бизоны и праздник Исэх. На стенах поезда также можно найти и задачки по географии из ЕГЭ, и традиционные загадки народа Саха. Такому двойному погружению и под землю, и в якутскую культуру удивляются не только москвичи.
Стас Черемкин, студент второго курса РУДН. В Москву из Якутска он приехал 2 года назад. И на этом поезде вместе с друзьями часто добирается до учебы. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Курская. The next station is Kurskaya. Вдали от дома я могу чувствовать частичку родины здесь, в Москве, в столице нашей страны. Я думаю, что это очень познавательно как и для москвичей, так и для тех, кто уехал учиться сюда, так как здесь все очень круто выглядит, все очень современно, модно. Дальневосточный экспресс исправно катит по рельсам около 5 месяцев. Главная его задача – это реклама самого отдаленного российского региона. Здесь можно узнать не только про белых медведей и камчатские гейзеры, но и про дальневосточный гектар и о льготах для молодых специалистов. Мы хотим, чтобы больше жителей столицы нашей Родины, больше жителей России знали о том, что Дальний Восток – это прекрасный край, что он развивается, что сегодня 26% прямых иностранных инвестиций, которые приходятся на территорию России, идут на Дальний Восток. В скором времени этот состав может измениться. В конце прошлого года в нашей дальневосточной семье произошло пополнение. В федеральный округ вошли Бурятия и Забайкальский край. А Министерство Дальнего Востока с марта курирует и арктические зоны, которые имеют стратегическое значение. Естественно, развитие всей страны невозможно без развития Арктики. Это и природные богатства, это и богатство, в том числе с точки зрения сохранения уникального экологического наследства, которое у нас как раз есть, богатство, которое у нас есть в Арктике в стране. И очень хорошо, что сегодня решением президента уже принята такая концепция, что этим будет заниматься Министерство Дальнего Востока, которое уже преобразовано Министерство Дальнего Востока и Арктики. В московском метро много именных поездов. Они посвящены кинофильмам, праздникам, героям и наукам. Есть даже целая картинная галерея на колесах. Это, конечно, все очень красиво. Правда, прокатиться на них не так просто. Эксперты отмечают один неудобный нюанс. Ремонтировать такие составы сложно. Заменять неисправные вагоны по отдельности нельзя. Они уникальные, так что в депо отправляется сразу весь поезд. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в эти дни в Японии. Россию представляют Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. По итогам короткой произвольной программы Алина Загитова завоевала медаль высшей пробы и впервые в своей карьере стала чемпионкой мира. На пьедестале почета оказалась и Евгения Медведева, получившая бронзу. Поддержать наших фигуристок в страну восходящего солнца приехали сотни болельщиков. Но фанаты фигурного катания есть и в Якутске. Студентка Даяна Постникова рисует именитых российских спортсменок. С ней встретилась Анастасия Кобызева. После этого выступления Алины Загитовой на Ростелеком Кап в октябре прошлого года Даяна влюбилась в фигурное катание. Тогда художница и нарисовала свой первый портрет именитой российской фигуристки. После этого меня затянуло, я посмотрела все прокаты Алины Загитовой и после этого Евгении Медведевой и больше не смогла остановиться. Свои рисунки Даяна публикует в социальных сетях. Там они набирают сотни лайков и столько же положительных комментариев от подписчиков. Также через соцсети о работах юной художницы из Якутска узнали российские фигуристки. Первый раз я отметила в инстасторе Евгению Медведеву, и она зашла и посмотрела. Я поставила лайк, и я так обрадовалась. Я лежала на кровати и увидела это. Боже, Господи, Евгения Медведева лайкнула мои сторис. Это было что-то нечто. Эмоции фигуристов – это то, что стремится передать художница в первую очередь. Даяна любит фантазировать. Каждый раз она придумывает новые образы нашим чемпионкам. На этом рисунке она представила их в образе военно-начальниц. Здесь она нарисовала спортсменок в образе супергероев. Например, Юлия Липницкая управляет водой, а олимпийская чемпионка Алина Загитова – огнем. А это один из самых любимых рисунков самой художницы. Это моя мечта. Такой фотографии нет. И я нарисовала свою мечту, видеть их на одном пьедестале на чемпионате мира.
Двойной тулуп, каскад, аксель. Даяна разбирается в фигурном катании так же хорошо, как и рисует. Сейчас девушка работает над еще одним скетчем, только уже не на бумаге, а на компьютере с помощью графического планшета. Художницы изображают всю сборную России, которая будет выступать на этом чемпионате мира по фигурному катанию. Вот Самарин, Михаил Коляда, и Андрей Лазукин, вот Софья Самодурова, Загитова и Медведева. Даяна мечтает лично встретиться с именитыми российскими фигуристами и вручить им свои рисунки. Ну а пока она вместе со всей страной будет болеть за нашу сборную на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Уже завтра наши спортсменки покажут свои короткие программы. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск. Именно такой была эта неделя. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». В студии для вас работал Иван Лазаренко. Корреспонденты канала «Якутия-24» продолжают следить за развитием событий. А я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире.